Отношения с Сирийской Арабской Республикой, заявление турецких депутатов о снятии изоляции с Абхазии, заявление бывшего госминистра Грузии о международной обстановке. Поговорим с министром иностранных дел Олегом Барцыц. Олег Мусасович, здравствуйте. И первый вопрос, он касается Сирии. Сирия традиционно является одним из важнейших партнеров Абхазии. Скоро состоится поездка ваша в Сирийско-Арабскую Республику. Как развиваются наши отношения с Сирией? И скоро состоится выставка, в которой Абхазия будет принимать участие. Прежде всего хочу отметить, что для нашей страны все партнеры, наши внешнеполитические контакты имеют большое значение. Одной из таких стран является Сирийская Арабская Республика. Я уже неоднократно говорил об этом, насколько для нас важно присутствие в регионе Ближнего Востока, насколько ощутим тот потенциал взаимодействия, который сложился между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. И этому не смогли помешать ни настойчивые попытки изолировать Абхазию, ни те события, которые проистекали в Сирийской Арабской Республике около 2 лет назад. К счастью, нам удалось сохранить высокий уровень наших взаимоотношений, и мы уже не в первый раз будем посещать очередной раз наших сирийских друзей и партнеров. Действительно, состоится 63-я Дамасская международная выставка-ярмарка. Это очень значимое событие в регионе, и не только в регионе. В прошлом году мы успешно представили Абхазию на этом масштабном ближневосточном форуме, где присутствовало 48 стран. Одной из них стала Абхазия. В этом году представительство таких стран расширилось. Наши сирийские коллеги в этот раз ожидают присутствия 63 стран. И это не только регион Ближнего Востока, как вы понимаете, это и иные страны. В частности, после небольшого перерыва в этом году будет представлен павильон, экспозиция Российской Федерации. И уже сегодня мы знаем от организаторов, от наших дипломатов, которые трудятся в Дамаске, о том, что интерес и к участию Российской Федерации, и к участию Республики Абхазия в этом масштабном форуме очень велик. Мы, конечно, очень тщательно готовимся, сформирована представительная правительственная делегация. В делегации несколько министров. Делегацию снова я возглавляю как министр иностранных дел. И вся необходимая помощь и содействие для того, чтобы наше представительство было наиболее интересным, солидным со стороны руководства Абхазии, президента, главы правительства. Все эти мероприятия были проведены в короткие сроки и на самом значительном и высоком уровне. Это я с чувством удовлетворения могу констатировать. Наша делегация отправится в Сирийскую Арабскую Республику через 2 недели. Мы представим наш экономический, культурный потенциал обязательно. Мы расскажем о тех интересных проектах, преобразованиях, которые проистекают в Республике Абхазия. Встретимся с профильными министерствами, уже такие договоренности существуют. Очень надеюсь, что в этот раз нам удастся подписать соглашение между Абхазским государственным университетом и университетом Дамаска. Как известно, мы реализуем ряд, в том числе образовательных программ между нашими странами. Значительное количество молодых людей, представителей абхазо-адыгской диаспоры, наши соотечественники, приезжают в Абхазию и получают
первоклассное образование в стенах Абхазского государственного университета. Пользуясь случаем, хочу очередной раз подчеркнуть роль и поблагодарить ректора Абхазского государственного университета Олега Алексеевича Гварамия и его коллектив, всю его команду, которые постоянно, целенаправленно предоставляют эти квоты мест для обучения в нашем национальном, главном национальном вузе. Я считаю, что в этом есть очень серьезный интеграционный эффект, поскольку молодые люди, которые приезжают сюда, получают образование, общаются со своими сверстниками, они, конечно, возвращаются к себе домой уже несколько иными. Они уже хорошо осведомлены о тех процессах, которые проходят в Абхазии. Они знакомятся со своими ровесниками, со своими ровесниками из Российской Федерации, из республик Северного Кавказа. И, по сути, становятся нашими послами доброй воли в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Это важный эффект. И вот в продолжении темы диаспоры в Турции проживает самая многочисленная абхазо-адыгская диаспора. Как с ней сегодня ведется взаимодействие? Это первый вопрос. И второй вопрос. Недавнее заявление оппозиционных депутатов на площадке парламента в Турции. В таком масштабе в Турции заявление о снятии изоляции с Абхазии звучит впервые. МИД уже это комментировал, эту ситуацию. Что в этом отношении, вот, как вы можете это еще прокомментировать? Действительно, мы уже, Министерство иностранных дел делало заявление. Прежде всего, хочу сказать в целом о том, какую роль играет диаспора, абхазы, наши соотечественники, проживающие за пределами нашего государства. Для нас это крайне важный и очень чувствительный вопрос. Здесь двух мнений быть не может. Абхазская, допустим, турецкая диаспора, она самая обширная, самая многочисленная среди всех стран, в которых проживают абхазы. В этот же ряд можно поставить по значимости и абхазо-адыгскую диаспору в Сирийской Арабской Республике. Это также многочисленная, довольно спаянная, сплоченная диаспора. И мы с ней проводим очень серьезную работу. Вот на протяжении всех наших визитов в Сирийскую Арабскую Республику мы постоянно планируем и проводим встречи с нашими соотечественниками, которые проживают в Сирии. Это очень важный фрагмент нашей работы, очень важное направление. Это также важный аспект для властей Сирии. Это очень серьезный внутриполитический фактор, поскольку это большое количество людей, это спаянные одной идеей, отношением к нашей стране, к Республике Абхазия, которую они считают своей, родной страной, отношением, вот такая большая общность людей. И, разумеется, мы просто обязаны постоянно уделять этому самое насущное внимание и большую роль. Я хочу сказать, что благодаря тому, что нам удается консолидировать в значительной степени диаспору, мы и выглядим солидно в глазах органов государственной власти Сирийской Арабской Республики. Среди наших соотечественников мы также ведем большую разъяснительную работу о том, что сегодня представляет из себя Республика Абхазия, как она живет, как она развивается, что является важнейшими аспектами ее жизнедеятельности. Рассказываем о той роли, глобальной роли, которую играет сегодня в жизни нашей страны стратегическое сотрудничество и союз с Российской Федерацией. Это очень важно, поскольку наши соотечественники больше узнают о том взаимодействии, о тех дружеских и партнерских отношениях, которые обеспечивают Абхазии посредством сотрудничества с Россией и безопасность, и условия для очень эффективного, устойчивого социально-экономического развития. Обо всем этом мы ведем вот такую разъяснительную, очень последовательную, я бы сказал, работу. Это очень важный аспект нашей деятельности. В Турции для нас, поскольку это близко, это
экономические контакты, экономическое взаимодействие, постоянное культурное взаимодействие, это также играет огромную роль. Но посудите сами, мы работаем сегодня с нашими турецкими соотечественниками из Турции, работу по многим форматам. У нас открыто и успешно функционирует в Турецкой Республике, несмотря на то, что отсутствуют дипломатические отношения, наше полномочное представительство. Это серьезный орган, который постоянно держит руку, что называется, на пульсе наших взаимоотношений, который реализует совместно с нами, с Государственным комитетом по делам репатриации, реализует очень множественные проекты. Например, вот только недавно завершилась обширная программа, где молодежь из Турецкой Республики и из других стран, те, кто принадлежат к нашей этнической общности, те, которые имеют абхазскую национальность, либо абхазские, смешанные и северокавказские корни, они побывали в лагерях молодежных в Абхазии, и это также имеет громадный эффект. Ну, то же самое могу сказать об этом формате. Видятся со своими сверстниками из Абхазии. Молодежь очень быстро находит такие способы коммуникации, пути коммуникации. И, конечно, мы тут должны просто брать это как одно из важных направлений нашей работы. Что касается непосредственно вопроса о обращении группы оппозиционных депутатов парламента Великого национального собрания Турецкой Республики. Ну, как известно, несколько партий обратили свое внимание, и я это с чувством удовлетворения констатирую, на комплекс проблем, который существует, который сложился в результате вот такого дискриминационного отношения к свободам, правам граждан Республики Абхазия, абхазов. И, конечно, здесь двух мнений быть не может. Я удовлетворен тем, что мы сумели привлечь внимание еще и к этой проблематике. Проблемы признания наших национальных паспортов как средство передвижения по миру, она не нова. Мы очень большое количество раз и постоянно, часто, упорно ставим эти вопросы перед нашими внешними партнерами по переговорам, теми, кто обязан озадачиться этой проблемой. Это международные организации, это международные авторитетные институты, такие как Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Европейский Союз. Но каждый раз, каждый раунд, например, на тех же женевских дискуссиях, это предмет нашего упорного, настойчивой работы для того, чтобы привлечь внимание и добиться результата в этом плане. Поэтому любая инициатива, от кого она ни исходила бы, от кого бы ни исходила эта инициатива, она вызывает у нас чувство удовлетворения. Я оцениваю это как факт, который начинает откладываться в общественном сознании, как политиков, общественных деятелей, депутатов различных стран, не только Турецкой Республики, а во многих странах. Такую же работу мы ведем и в Сирии, и в других странах, что в общественном сознании укореняется необходимость признания того факта, что абхазам, гражданам Абхазии, отказывают в реализации элементарных прав и свобод, которые, кстати, закреплены в различных международных конвенциях. Вот на это нужно обращать внимание. Поэтому, конечно, здесь мы испытываем определенную надежду на то, что не только оппозиционные, но и любые другие общественные политические деятели в той или иной стране, в частности в Турецкой Республике, они возьмут на вооружение подобные подходы. Очень надеемся на это. При этом хочу подчеркнуть, что органы государственной власти Республики Абхазия, руководство Абхазии, Министерство иностранных дел,
не могут себе позволить вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Это нужно понимать всем, в том числе и тем нашим общественным деятелям, которые призывают к очень таким быстрым, немедленным действиям, реакциям, участию в тех или иных мероприятиях, которые проводятся депутатами парламента. Я вообще хочу сказать, что деятельность МИДа, она не осуществляется в социальных сетях, в Фейсбуке, путем каких-то воззваний, заявлений и так далее. Тогда, когда будет необходимо, когда будет принято сбалансированное, экспертно обоснованное решение, а этому всегда предшествует очень серьезная аналитическая работа, в этот момент и происходит то или иное заявление или комментарий Министерства иностранных дел. В этом плане и президент, как лицо, которое определяет внешнюю политику нашего государства, и Министерство иностранных дел, как проводник этой политики, разумеется, всегда принимает только взвешенные решения. Я думаю, что это должны понимать наши общественные деятели. И еще раз хочу сказать, есть закрытая часть деятельности таких ведомств, как специальные службы, Министерство иностранных дел. Это все в одном ряду. К этому надо относиться с пониманием. В Министерстве иностранных дел, говорю это с полной ответственностью, работает достаточное количество профессионально подготовленных, компетентных сотрудников. Никогда ни одно решение не принимается по желанию личной прихоти министра или иного руководителя. Этому всегда предшествует аналитическая, скрупулезная, не всегда заметная, непубличная работа. Что же касается эффекта, который может возникнуть из подобного рода активности общественных деятелей, депутатов, политиков, мы очень рассчитываем, что эти подходы, как я уже сказал, о необходимости признать право граждан Абхазии на внешнюю мобильность, признавать документы жизненного цикла, которые выдаются правительством Абхазии. Эти понимания, эти подходы возобладают в общественном сознании, укоренятся в мнении тех, от кого зависят подобные решения. Мы очень рады были бы, если бы подобные решения поддержало как можно большее количество политических, общественных деятелей. При этом мы, еще раз подчеркиваю, уважаем принципы невмешательства во внутренние дела других стран и работаем там и таким образом, где только возможно лишний раз, еще раз подчеркнуть и реализовать наши внешнеполитические интересы. Эта работа будет продолжена. Я уверен, что в подобной деятельности, наблюдая за различными дискуссиями в медийном пространстве, я думаю, что в подобного рода деятельности здесь не может быть места разделению, конкуренции, симпатиям, антипатиям личного свойства. И Федерация абхазских культурных центров, и другие активисты, патриотичные члены нашей диаспоры, они должны работать, что называется, бок о бок, в едином строю. И только тогда можно рассчитывать на достойный, эффективный результат, который удовлетворит наших граждан, наше государство. Здесь, конечно, я большие надежды связываю, и эта деятельность уже сегодня ведется, на такую консолидирующую роль нашего полномочного представительства. Наш представитель в Турецкой Республике Ибрагим Хиджранович Авицба, он именно на это и ориентирован, он именно такую политику и старается проводить для того, чтобы консолидировать нашу диаспору, различные организации, и только на основе такой взаимной, уважительной, серьезной совместной работы достигать результата. Я хочу сказать, что
нам всем стоит проявлять больше терпимости, больше уважения друг к другу, с пониманием относиться к той непростой работе, к той непростой деятельности, которая проводится в том числе и нашими гражданами, нашими общественными деятелями и органами государственной власти, в том числе Министерство иностранных дел. Мы принципиально, по-прежнему, настойчиво отстаивали и будем отстаивать внешнеполитические, внешнеэкономические интересы нашей страны в любом регионе мира, где только мы сможем создать такую среду, чтобы реализовать эти наши устремления. Ну, здесь даже не стоит, я думаю, говорить, это очевидно любому, думаю, зрителю, слушателю, что в Абхазии не существует ни политиков, ни членов нашего общества, рядовых членов общества, которые не приветствовали бы признание наших паспортов как средств передвижения, не приветствовали наши сообщения с другими странами, транспортное морское сообщение, которое позволит нам в большей степени реализовать наши контакты, позволят чаще общаться, создавать условия для экономической деятельности. Это же все очевидно. Нет таких в Абхазии противников подобных проектов, подобных целей и задач. Я думаю, что всем, кто высказывается и будет еще писать и высказываться на эту тему, стоит учитывать этот фактор. Нужно понимать, что мы все пытаемся добиться одной общей задачи. Общественные движения, партии, общественные деятели это делают доступным им способом. Государственные органы власти, в том числе внешнеполитическое ведомство, не менее настойчиво, но со своей спецификой работы занимается той же самой задачей, пытается достичь ту же самую цель. Спасибо большое. Вы уже говорили о женевских дискуссиях. Абхазии предстоит еще один раунд женевских дискуссий на фоне заявлений бывшего госминистра Грузии. Он сказал, что в военное время, во время грузино-абхазской войны, они не могли обменивать пленных, потому что абхазов они расстреливали. Вот. Будет ли этот вопрос поднят на женевских дискуссиях? Действительно, это очень показательный факт. Это факт, который демонстрирует в полной мере сегодняшнее состояние дел во внутриполитической повестке Республики Грузия. Это демонстрирует отношение власти Грузии к признанию факта военного преступления, военных преступлений, многочисленных, очень наглядно и показательно. Действительно, господин Барамидзе, Георгий Барамидзе, это человек, который был облечен очень серьезными регалиями власти в свое время. Это и экс-министр МВД, Министерства внутренних дел. Это и госминистр, и вице-премьер правительства Грузии. И вот совсем недавно он совершенно откровенно признал, что грузинские войска, грузинские формирования, они просто расстреливали абхазских военнопленных. Ну, что здесь еще можно добавить? Это признание из уст некогда высокопоставленного чиновника, который облечен был большой властью в Грузии. Казалось бы, Генеральная прокуратура Грузии, которая немедленно возбудила уголовное дело, она должна была обратить внимание на состав военных преступлений. А у нас огромное количество этой информации, которую мы обязательно, планомерно, настойчиво, шаг за шагом доводим и будем доводить до самой широкой международной общественности. В том числе, и как вы совершенно справедливо сказали, уже мы готовимся к следующему раунду. Он состоится в ноябре. Обязательно и на площадке международных дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, в Женеве, в Швейцарии. Однако Генеральная прокуратура Грузии возбуждает дело против Барамидзе, который признал факт военных преступлений, обвиняет его в измене родине,
тем самым пытаясь завуалировать, закрасить, заштукатурить проблему, которая возникает в очень широком поле дискуссий международных на тему военных преступлений грузинских формирований в 1992-1993 году. Вот, пожалуйста, иллюстрация подходов, которые исповедует грузинское руководство на протяжении многих-многих лет. Это присуще не только сегодняшней команде властной Грузии. Это их подходы, это их принципы, вводить в заблуждение, отрицать очевидное, мифологизировать свою историю, даже самую недавнюю. Я не говорю уже о древней истории. Это свидетельство того, что Грузия не признает, по-прежнему не признает и не в состоянии осознать ту степень тяжести вины, которая лежит на ней. Мы обязательно поднимем эти вопросы в рамках очередного раунда международных дискуссий, поскольку имеем просто неопровержимые доказательства из уст, казалось бы, совсем недавнего одного из руководителей Грузии прозвучали подобные шокирующие признания. Хотелось бы призвать и международную общественность, и высокие европейские и мировые международные институты подробным образом изучать такую информацию. Ее даже не нужно где-то искать. Мы представляем эти факты им в большом объеме, достоверно, в ходе в том числе и нашего общего женевского формата. Я уверен, что под тяжестью неопровержимых доказательств начнет претерпевать изменения и позиция, по крайней мере в общественном сознании, и европейских чиновников, экспертов, всех тех, кто связан с международной повесткой, с абхазской проблематикой. Очень рассчитываю на это. Мы со своей стороны предоставим все необходимые доказательства и, так сказать, замылить этот факт, нивелировать его ни у кого не удастся. Мы будем и впредь подобные вопиющие примеры широко представлять международной общественности и самым высоким международным чиновникам. Но все-таки, как вы думаете, достаточно громко прозвучало это заявление? Будет ли оно блокироваться на площадке? Обратят ли на это внимание? На женевских дискуссиях не обратить внимание на что-либо не получится ни у кого. Каждое слово, даже обрывок фразы фиксируется, и это остается в документальном подтверждении вот всего этого формата женевских дискуссий. Почему мы так тщательно и относимся к подготовке к каждому раунду? Потому что это игра в долгую, и мы это понимаем. Мы знаем, что каждый аргумент, каждая реплика, каждый факт статистический, либо историко-правовой, юридический, он находит отражение и фиксируется. Он может, что называется, выстрелить, может приобрести свою значимость в самый неожиданный момент. Это зависит от того, как проистекают дискуссии, в какое русло они выливаются, какие аргументы находит та или иная сторона. Поэтому замолчать, завуалировать эти заявления, конечно, не получится. Мы не дадим никому этого сделать. Мы придадим этому широкое международное звучание. Как и другие факты, которые мы приводим в ходе женевских дискуссий. Я уже говорил после окончания 67-го раунда последнего, что замечаю уже определенную усталость, в том числе и европейских чиновников, от этой очень непрофессиональной, не подкрепленной аргументами, очень эмоциональной позиции грузинской стороны, грузинской делегации. Мы исповедуем совершенно иные принципы. Наша позиция всегда, так же как и наших союзников
делегации Республики Южная Осетия и наших друзей и коллег из Российской Федерации, она базируется исключительно на фактах истории, на правовых документах, на юридически подтвержденных оценках. Ну, надо просто осознать, что невозможно переписать историю задним числом. Все базовые вещи, которые мы обсуждаем в Женеве, они зафиксированы, в том числе и в международных инстанциях. Нам пытаются иногда в качестве аргументов приводить, что какие-то там европейские инстанции, международный суд или еще какая-либо инстанция вот высказала ту или иную позицию по поводу, значит, Абхазии, действий Российской Федерации. Ну, это нас нисколько не смущает. Есть другие примеры. Есть, например, совсем недавний пример, когда Европейский парламент, Европарламент, ни много ни мало записал в своей резолюции, что не признает легитимности парламента Грузии сегодняшнего. А вследствие этого и не признает легитимности президента господина Кавилашвили. Ну, это тоже позиция очень организации, структуры очень высокой инстанции. Ну, мы спокойно относимся к вердикту той или иной европейской организации, подавляющее большинство из которых дискредитировали себя своей необъективностью и в отношении вопросов, связанных с Абхазией, и в отношении вопросов, связанных с нашим союзником Российской Федерации. Поэтому мы продолжаем свою работу и выстраиваем ее только на основе фактов и документов. Спасибо большое за подробное и интересное интервью об обстановке вокруг Абхазии. Будем надеяться, что мы будем услышаны на всех международных площадках. Спасибо большое, Олег Мусасович. Спасибо.